Эх, ежики, ежики, есть иголки, ножики, а за эти ножики срок дают большой. Андрюха, ты тут-то? И я тут-то! Привет. Чего? Приветствую, говорю. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый, добрый. Что сегодня на повестке дня? Предлагайте, обсудим. Ну, допустим, моделизм. Вот прямо так сразу? А как вы А угадали? что? Ну, что там угадывать? Прям человек, вижу, человек сосредоточенный. Вот. И что такое у нас? Чайка. Чайка. Ну, сейчас вот доделаю. Ну, это Поликарпов И-153. О. То, который в народе называют почему-то по 2. Хотя там цифры 2 нет вообще ни в одном месте. Нарисовать можно? Да, но модель, к сожалению, называется И-153. Просто в народе на тот момент, ну, это вот начало, называлась чайкой почему-то. Как вот кукурузник, да? У-2 кукурузник, вот это была чайка. Но он был Ан-2. Ан-2. Только у него была соосность крыльев. У него верхняя палуба до нижней была прям по оси. А тут она смещенная назад, нет, нижняя да, палуба. ну, это Поликарпов, а там Антонов. Ну, Да. Разные конструкторские бюро, разные решения. Да, согласен. Я как-то смотрел, ну, я, в принципе, самолетами не сильно увлекаюсь, у меня вот танки в основном тема. А тут решил ради разнообразия, так сказать, залезть на чужую территорию. А вы потом Да там как-то разрисовываете, там камуфляж, там какую-то там символику, какую-то армии относится, там какое-то там подразделение, взвод. Мне Нет, просто ну, интересно. я понимаю. Ну вот, не знаю, вот Фантом. А нет, это вот самый. Вот, удобнее. Да, 4-й Фантом, это вот то, что Мэврик летал. Я его просто печатаю сразу цветом. Ну, я понял. Или Ну, нашу. это 3D принтер или что, или как, или модели да. покупать? Не, я сам детали делаю, собираю, вон, видите, собираю. Но это только это мне просто брать неудобно. Ну, это угадаете, наверняка. Да, хорош. 33-я сушка. Ну, классно, Сейчас классно. у меня 21-й миг детали печатаются. Да не, я просто, на самом деле, я делаю, ну, вот, танки, да, то есть, грубо говоря. Ну, я понял. Но у меня не все рабочие. То есть там гусеницы настоящие, ну, то есть двигаются, пушки вращаются туда-сюда, там, я не знаю. А тут какой-то попался мне чудик. И, ну, у нас таких называют болванки. То есть вот это по факту, ну и то даже я делаю болванки, то вот они, как говорится, да. Ну, я понял. Ну, некоторые двигающие части, ну. Некоторые говорят, а он такой, типа, что ты там такой делаешь? Танк, да вот смотри, и давай мне показывать, что-то он показал. Даже один танк показал, у меня Т-26 показал, у меня такой тоже есть. Ну, у него просто, ну, болванка. И самолет у него просто болванки. Типа, вот, сынок, смотри. Я думаю, слышишь, сынок. Но явно он раньше меня этим стал заниматься. Ну, там, так сказать, где-то вот только отсюда. Ну, и я что-то, типа, я такую хрень и так распечатаю. В чем прикол-то распечатать? Он стоит, принтер стоит. Просто я увлекался этой темой еще в советские времена, когда были модели вот эти. Модельки клеили, да? Вырежи, откуси, отполируй, набор над филей. Да. И самый кайф был, что выписывали, был журнал вооружения стран СССР и стран мира. И там в середине были цветные вкладыши. И вот выбирали модель самолета и брали красочку, и сами разрисовывали кисточками мелкими. И какая-то там львиная голова, допустим, да, там какой-то французский, там элитный, там какой-то авиаполк. И как бы вот так историю учили, да. Ну, я как бы историю... Нет, ну да, действительно, некоторые вещи вот благодаря танкам я узнал. Ну да, интересно. Которых я даже не... Вот я, например, понятия не имел, что 34-ок было 3. Да. Ну вот, я не знал, мне, ну, 3-4, а потом началось, оказывается, была 76-я, 85-я. 85-я, да. У меня они все есть теперь. С КВ также, мне почему-то казалось, что КВ должен был быть один. Хрен там, КВ там аж 5 штук было разных. КВ-2, КВ была КВ
А нет, тут был КВС. КВ-220 была, розетка называли. Потом, да? Ну вот, и меня что удивило, что, например, КВ-2, КВ-1, вернее, короче, смотрится гораздо круче, чем КВ-2 Да. и КВ-5. КВ-5 вообще какой-то странный, с этой башней что снизу. Я вот только Ну, пытались же когда броню увеличить, но не понимали, что наклонность брони влияет как бы на Ну это вот выживаемость танка, как бы, да. на ИСК, на ИС, да, вот у них там прямо видно, что Ну, ИС, да, уже начали углами, щучий нос, вот это щучья НЛД, щучья, да. Почти готово. Он стоит криво. А тут вот он, я к чему веду, что он эти болванки тебе показал. Я думаю, слышишь, так такое делать, блядь, это, ну, это просто время надо. То есть поставил, он тебе все напечатал. Не все статичное, прикол в чем. Ну, я вот хоть как-то там разыгрываю, потому что вентиляторы крутились. А на этих сейчас я этот МиГ 21 делал, у него будут и плоскости вращаться. Ну, ходить. Ну, вот. Ну, это так вот чисто ради прикола. Знаешь, когда как завелся что-то, и вот теперь. Ну, сейчас полочку заполню. Хороший. А потом еще и еще. Нет. Это как бы это. Слышишь, нет, это хрень-то это параллельно болеет. Вот, чтоб ты понял, ты вот, если ты мне сейчас объяснишь, нахрена я себе вот такую хуйню замутил, например, да? А, это что-то двигатель будет какой-то. Ну, я понял, будет как Блядь, механические летающий. игрушки. Я просто увидел там собака какая-то двигающая, думаю, блядь, прикольно. И решил замутить тоже с этими ходящими валами, чтобы она вот. Ну, а я смотрит на меня, говорит, ну, слышишь, ну, некрасивое слово употребил он и добавил слово старое. Ну, да. Для чего это? Я говорю, да подарю кому-нибудь. Умник, кстати. Да, ну, А красавчик. я смотрел, парень изобретатель, у него эти шагающие скульптуры. То есть ветер дует, вот это двигаются рычаги, и она по пустыне. Есть у меня, я тоже себе такой замутил, но там прикол такой, что у меня плохо получилось, я материал я сделал с ПТГ, а надо было бы с АБС делать, он более мягкий в этом плане. Ну, опять же, дорога осилит идущий, вот и все. Не, ну мне сам принцип был интересен, ну, да. Я из тех, кто знает, что ремонт не доделывает. То есть вот кто обои поклеит, а плинтуса уже не прибивает, уже неинтересно. Уже когда вообще картинку видишь. А вот нет, надо до конца идти. Вот. Взялся за грудь, говори что-нибудь. Да, за грудь не говори, что грусть. Не, мне просто интерес пропадает, как бы я такой, знаешь, увлекающийся, но как я только у меня что-то понял, или у меня я понял, как это сделать. Да я смотрю, по количеству моделей, да, интерес пропал, Ну нет, ну подожди. Так, даже если 4 на полке, раз, два, три, 4, 5, 6, и там 6, 12, 48 уже моделей, а тут ряд еще не вижу. Ну тут еще как бы есть, я просто полок не хватает. Я уже думал картину, блядь, поднять эту карту, вот до маски, а снизу еще две такие длинные сделать. Ну у меня и все в работе, вон, видишь, тоже делаю как раз у меня сейчас в работе находится. Но я сделал так, что у него прямо внутри все хорошо. То есть его можно открыть, у него прямо там скамейки, видишь, все как положено. Там прямо как это. Кому это надо, вообще непонятно. Но мне было интересно просто самому вот замутить такую тему, что прямо вот внутри сделать. А что за модель 3D принтера, если не секрет, конечно? Никакой секрет, этот Bambu Lab A1. У меня просто один человечек тоже желает этим заняться, ну, чтобы цена, качество, как бы, ну вот, если уж такое печатается, то... Ты понимаешь, ты в России же, да, живешь где-то? Да. Поэтому, нет, я не к этому, я к тому, что по поводу цен, ну, вообще не угадаешь. То есть, тем более сейчас еще за этих дебильских европейских приколов, блядь, со всеми. Согласен. Ну, это пройдет. Он захочет, найдет. Но он знает, где найти, где обратиться к ребятам нашим. Ну, смотри, я просто иначе сказать. То есть ему не конкретная модель нужна, ему нужны, как сказать правильно, возможности. Сопла. Нет, сопла меняются, там у меня вон 4 раза. Я в этой теме не соображаю, там начал. Не, ну смотри, ты когда машину берешь, я просто тебе объясню, машину ты берешь, ты можешь сказать, я хочу машину с там АБСом, с подогревом сидений, такой набор таких возможностей, что машина там ассистент там
полосу держать, там, систему в пробках там за машиной кататься. А потом уже там начинается по цене, что ты можешь себе позволить. Либо Volkswagen, Ну, либо понятно. Mercedes. Так и здесь. Согласен. Просто ему надо вот технические возможности самого принтера. Размер, там их два основных размера, да, то есть Мгм. мини стандарт, то есть 28 сантиметров и 18. Ну, пластина размер, где можешь печатать. И то, что он может. Вот, например, мне сын в свое время подарил свой старый, на котором я не печатал даже. Так тот мог крайне мало. А тут все автоматика. Он калибрируется автоматически, там, ну, значит, сопло продувает автоматически. Очень удобная эта история. Там. А там надо было все делать вручную. Мгм. Ну, если человек начинает, я вам посоветовал бы вот что-нибудь типа, да, Bamboo она такая, она одна из самых распространенных. То есть она с хорошей поддержкой в этом плане. То есть филамен вот этот материал покупать, он очень такой, там большой список, что подходит. Плюс у него очень серьезно форумы с хорошими бесплатными поддержками. Там на любую проблему можно почитать. Мгм. То есть у них прямо не то что форум, а прямо вот у них есть энциклопедия. И там вот очень, Мгм. ну, все типичные проблемы описаны и их решения. Мгм. Или что, как, что, куда, чего. Плюс своя программа очень достаточно удобная. Где, конечно, там прямо можешь программировать не сможешь, ну вот прямо минимальные вещи, ну вообще в Это. легкую. Поэтому так, ну и по цене он, ну вот по цене я говорю, что из-за страны. Сейчас вот как раз скидки идут, сейчас его можно купить, ну чтобы ты понял, до Мгм. 200 евро. Вот, нормально. У производителя, я же говорю, сейчас со скидками где-то, ну плюс если человек там заморочится, еще там АМС. АМС это возможность сразу 4 катушки ставить, то есть чтобы не Мгм. бегать менять. Я А понял. сразу ну, минимум цветами печатать. Ну, какой-нибудь лайт самый простой, тоже где-нибудь, ну, еще 200. То есть, грубо говоря, до 400, ну, он себе купит полный комплект. Отличная тема. Отличная Ну, я тема. же говорю, ну, это у нас, да, то есть, вот я сейчас могу себе такой купить, я жалею, дороже купил. Но сейчас пошли все эти скидки, я вот то же самое мог бы сотни 3 сэкономить. Да ну нахрен, что, я Ну, нормально оно бывает зарабатываю. такое, оно только купил Это, что-то новое, смотришь, что-то новенькое вышло. не-не, прямо вот они прямо продают сейчас эту же модель, вот мою, я себе взял 1А, там много разных. Сын у меня пролетел сильнее, он что-то он купил за 800 себе, почти за штуку купил. А сейчас они как раз выпустили новую версию его же модели, его Мгм. продают что-то там, ну, за 600, за 500. Ну, есть такое. Есть такое. Слушай, мы, блядь, не на последние деньги это покупаем, по факту. Вот сейчас, ну, сделал и сделал, слышишь? Да, ну, Чем, сейчас переживает. чем взрослее мальчик, тем дороже игрушки получаются. Нет, это не так, это говорит, мужчина не взрослеет, просто игрушки становятся дороже. Ну, в принципе, да, согласен. Да. Моя Согласен. сегодня катушки выбрасывала, мешок здоровых катушек, ну пустых имеется в виду. Тогда что, так покупаешь, как-то это не сильно заметно. Закончилось там Да. зеленый, раз купил красный, там синий. А моя сегодня говорит, давай наведи порядок там этой коморке. Я прямо в коморке место сделал, стол, блин. Все дела. Ну, Я вместо что-то силы, стал да? со всех как раз, ну да, типа того. Стал собирать, ебать, там столько я говорю, господи, а нет, стоит, ну, где-то от 11. Меня Андрей, вот к какому уже обращаться? Миша. Михаил. Вот просто мы недавно были там в гараже у парня, он такой, блин, у меня там была днюха, на тебе одну катушку подарю, там рыбалку, да, вторую. Ну, И потом, рыболовный, я понял. и он такой, он что-то потом такой забылся, что его рядом жена сидит. Андрюх, смотри, какой у меня есть набор блесен, смотри, вот это стоит там $20, это $50. Спросит, говорит, чего? Он говорит, ой, я забыл, что ты здесь. Там реально, там вот покупается там по одной штучке, да, вот, ну купил, положил, купил, А положил. в итоге, да, потом А в итоге сумма такая набегает, блин. Так я говорю, ну, катушки имеется в виду, катушки вот этого Ну, филамена. я понял, бобины, Там, да. где, ну да. Я что-то пакет собрал, пакет ебенно большой. Говорит, а что ты у тебя там? Я говорю, да так, как-то вот. Мелочь. А он говорит, сколько? Я говорю, да пошли выкинем, ну нахуй. Тоже сам не ожидал, что столько дохуя. Ну, вроде так печатаешь, ну, знаешь, там, покупаешь по 3, по 4 катушки за раз, там, да. А, блядь, год прошел, ебать, ну, я много чего уже побрасывал. конечно. Михаил, вы согласитесь, что хобби никогда не бывает выгодным. Всегда это затратная вещь, но это дает там успокоение души какое-то духовное, да, вот это вот что-то вот, могу, не смогу, получится, не получится. Это Во-первых, предлагаю соль, перейти на «ты», соль жизни. Андрей, если Да? ты не против. Ну, Нет, я попроще. не В против. таких разговорах обычно все равно срываешься на «ты», знаешь, это как бы не... Ну, да, я не так, против. Ну, отлично.
Смотри, я с тобой согласен вообще на все 100, потому что я вот вспоминаю, блядь, своих друзей, там, это реально до анекдотов доходит. Там пацан, короче, ну, один из моей компании, там, ну, он занимается машинами, old. Ну, то есть реально, то есть по-взрослому. А другой, что-то, блядь, кинулся летать. То есть у него он себя самолет придумал. И вот они там что-то... Да, это не так дорого стоит, как ты думаешь, на самом деле. Ну, по деньгам, конечно, не для всех. Ну, слушай, я инженером в IT работаю. У меня круг знакомых, примерно, там все хорошо Ну, зарабатывают. понятно. Поэтому, ну, не то, что я прямо на цены не смотрю, но в некоторых магазинах, да, в продуктовых. А, например, ну, где-нибудь платочек, блядь, за 2000 евро для жены я точно покупать не буду. Ну, это, блядь, какой-то... ну, Напечатаю на 3 принтере, да? Гермес. Кстати, есть такой материал, как ботинки можно печатать. Это же Да. так себе. Я, Ну, я, не, ну, я это видел, как бы, я видел она там на это кроссовки, там что-то там такое, ребята она на это прикалываются. не пойдет, конечно. Не, ну имеется в виду, там, знаешь, это из тех, которые, блядь... Я тут тетку видел, слушай, я плакал до слез. Короче, я возле Гамбурга живу, да? Мгм. А там прямо есть такой район, вот сам Альстер, ну все. Вот там прямо, ну вот все. Там прямо вот Феррари больше, чем людей, блядь. То Ух есть ты. дорого, богато. Ну, он реально там квартиру купить, ну, я когда-то недалеко от Альстера у мужика Бэху покупал, у него была двухкомнатная, двухъярусная квартира, ну, квартира не очень Мгм. большая, меньше 70 квадратов на 2 яруса. Мгм. Он у нее тогда платил что-то, по-моему, 1,5 лимона, чтобы ты понял. Там, ну, Космос. сказать, что дорого, это не сказать ничего. Это самое, то есть там вот как раз Космос. на Альстере все. Шумахер, Шифер, Болин, вот, Ну, там там все. только за соседа платить надо, да? Ну да, там вот у них как бы получается такое Альцер, это как озеро, и вокруг него так одной частью идут часть на дома. Американское консульство, оно съехало, посчитал, что им там дороговато приходить. Там Ханза Мерфель прям у них не всё. А с торца там стоят вот магазины вот такие самые там дорогие, там самый крутой Apple в Германии, там этот Альстерхаус, там, где там заходишь, Брайтлинги, Кабана, ну, все такое. Ну и вот, я там, короче, ну, по работе был, там Коммерцбанк стоит, и сижу, курю на улице, тетка идет. Идет, знаешь, такой от Хермеса пакетик Мгм. бумажный. То есть вот не прямо пакет, а то, что они Мгм. тебе дают с собой вместо того, что в магазине просто в бумагу, а там вот пакетик. Мгм. А пакетик, ну реально бумажный, ну, заношенный. Мгм. То есть не то, что вот она с магазина идет, что-то купила, я пакет дал, она вот прямо с ним ходит. Всё, такая модная девица, Ну, там, главное ну, показать, что вот бренд, да, да, и бренд, да? я так как-то со стороны посмотрел, думаю, бля, я вообще за такими вещами, мне удобно, ну, понятно, что иногда дороже действительно лучше делают куртку, например, там, но платить за какую, ну, это не моя тема. Я вообще, у меня есть. Ну, у каждого свои, как бы, такие. Я вот лучше, не, я ж не, еще раз, да, субъективно, абсолютно Да. иррационально, и, ну, вот оно так, я вот на это трачу. Я к чему вел, и, короче, мы что-то там сидели, бухали, день рождения было. И он говорит, бля, я-то сейчас такого, я-то Форда собираю, там какого-то, ну, старого, я в них плохо понимаю, ну, Ну, я реально понял. старого. Там Там 67-го такой, года, там такой, того там, да. 67-го, там еще ручку спереди воткнуть можно. Ну, Давай. вот. И этот, короче, с самолетами, вначале там, говорит, да ты, блядь, такие деньги в это вбухиваешь, это же, блядь, оно, это говно какое-то, ну что ты же там рыбы. Часа через 2, он как давай рассказывать, я тут себе, короче, на самолет купил там Да, какие-то, да, да, блядь, да. мы так ржали, блядь, он говорит, а что, говорит, вы, говорит, так, ребята, алло, блин, вы чё, блин? Это так прикольно, блин, знаешь, это типа, вот дурак деньги тратить, нет, что другое дело, пойдем вот в магазин, вот здесь такие вещи продаются. Ну, вот у Это меня нормально. знакомый, тоже рыбак такой, заядлый, купил себе катер прикормочный. Мгм. Эхолот, 188 точек, там GPS, все запоминает, плавает, отвозит, там 8 килограмм корма. Говорю, блин, Вова, а сколько ты отдал? Говорит, 80 тысяч рублей. Ну, это $1000, да, плюс-минус. Ну, чуть Говорю, плюс-минус. нахрена? Он говорит, а ты вот рыбалки снимаешь, у тебя камера 65 тысяч. Ничего. Я такой, упс, ну да, Да, как да, бы. да, да. Всегда есть у колоть. Вот это у меня сосед делает корабли, модели. Причем я тут чисто вот реально, у меня это хобби для себя. А он прямо там в клубах возит их, у него такие метровые там корабли, там управляемые фонтаном пуд, огонь горит, он М. стреляет. И он из-за них себе машину поменял.
приколись, блядь, у него был вполне, ну, вполне такой цивильный этот Nissan, ну, SUV-шник. А он себе там Марокко ПВшного купил, потому что у него в Nissan корабли его плохо влазили. Не влазят. Ну, Я понятно, представляю, да. как он даже не объяснял. Но он на пенсии уже дядька такой. Ну, хороший дядька. Ну, кстати, ну, я вот просто представил себе их разговор, блядь, потому что иногда я там жене говорю, надо вот мне вот купить это. И начинается. А зачем? А без этого вообще никак. А что тебе это даст? А ты сейчас все равно ничего не делаешь. А ты Нет, последний просто раз вот, пепел мимо пепельницы стряхнул. Блядь. Михаил, это просто... Вот увлеченный человек, он немного как бы он больной. Ну, в хорошем смысле этого слова. Ну, у него ценности другие. Он не больной, Ну, просто что он... рыбак, что авиамоделист, что Да, моделист там, там чего угодно. на 100%. Вот он увидел модель и все, вот я себе хочу, я себе должен это купить. А зачем? Кайфануть. Ну, блин, в этой жизни так много кайфа, как бы такого душевного. Знаешь, я тебе иначе, наверное, Андрюш, скажу. Потому что, ну вот смотри, да, вот так, ну нормально такой средней ситуации. То есть утром на работу, ну мне работа очень нравится моя, без вопросов, и платят очень солидно. Но она мне просто даже нравится, действительно, просто с удовольствием. Вечером с работы, там, ну, кино, диван, и вот так неделя прошла. В субботу, ну, если что, куда-то там пошли в городе погуляли, может быть, если что-то есть, какая-то движуха. Я тоже такой не любитель ходьбы. Ну, там раза два в год куда-то поедем, а так как я по командировкам от Ганы до Японии отъездил, от фирмы, за счет фирмы, то есть, ну, как бы, ну, так себе история, тоже не очень, ну, везде побывал, почти везде, очень много. Север, вот только на севере крайне мало, ну, за свои деньги север поездил, там, Норвегия, Швеция, ну, вот. Поэтому тоже тусняк. И вот так ты живешь, так, круг, год, второй, третий, и как-то... Приедается. А сейчас, прикинь, я утром встал, блин, еще перед работой прибежал, там Дрюкер модель на нее поставил, посмотрел, что там за ночь напечаталось, какие детальку переделать, что-то там Ну, движуха, поставил, да, поехал движуха. на работу, с телефона на работе там в паузе. Что тут у нас там делается? Что происходит? Женя, Ну, выключай, сука, он макароны лепит, там где-то отклеилось, что-то, ну, и просто прилипло. И говорит, я, кстати, купил этот управляемый выключатель, да, но все никак поставить не могу, не доходит. Ну, что вот как тут жарить же меня там вот, с телефона можно издалека там поднять, опустить, окна открыть, закрыть. Ну, вот так же я себе купил на Дрючер такую же песню. Ну, вот так лежит, что это точно не доходит руки. И вот это самое, и ты как-то, знаешь, есть чем заняться. То есть, как бы, все равно да. хрень полная с точки зрения моей жены. Лучше, говорит, по дому что-нибудь сделал. Но при этом вот уже как-то такой, Но знаешь, опять же, появляется когда не смысл. покупать себе какой-то там цветок очень редкий, ты думаешь, ну, да ладно, у меня так тоже свои причуды, да, как бы, и... Моя, правда, подсела с пластилина лепит. Прикинь, теперь мне ездить, что там рассказывает. Она какой-то хрень, блядь, ты видел чебурашку зеленого? Ты, блядь, ты мультфильм-то вообще смотрел? Он говорит, а у меня нет другого пластилина. Я, говорю, тебе 6 оборот покупал. Олень. Жирафа слепила, он ходит. Ну, я, ну что, правду говорю, жирафа слепила, не держится, шея падает. Надо было какой-то каркас можно сделать, там стержень какой-то там, как бы, ну, как скульптуры делают, там же, как бы, Так проволочка, это я что-то. тебе, и Ромка тебе покупал такой же. Ну, сын, говняный. Ну, купи хороший, кто тебе мешает-то? Каркас, а после как скульпторы это делают, да? Я и напечатал, не переживай. Она пыталась спички вставить, ну так себе история. Говорит, блядь, скажи размер, я тебе сделаю прямо вот, а ты его просто облепишь пластилином и делать. Это не то, мне надо вот прямо вот у нее творчество, блядь. И ходит, блядь, какой слона какого-то слепила там. Я говорю, это вообще точно слон? Но мы не ценители искусства, нам и критиковать нельзя. А то получим по Можно, полу. ладно, чтобы помнил свое место, а то, блядь, а то я говно делаю, блядь, а она это самое, типа, красавица, блядь. Не-не. Не, ну это вообще просто прикольно. Взрослые люди, сука, за 50, с пластилина лепят. Ну, вот, Подожди, Михаил, подожди. Дети выучились. ну, сыну 32 года, что значит выучилась? Когда был молодой, надо квартиру, машину воспитать, в школу отдать, отучить, куда-то в институт. Да. А сейчас все как бы, ну, блин. Да, сейчас вот внуки будут, вот внуки будут увлекаться тоже. Опыт да, передать есть у меня кому. дед, все говорят, если у тебя дед будет писец, блядь. Ну, я, ну, знаешь, ведь правильно говорят, на самом деле, почему всегда вот, отцы и деды, да? В том плане, что, ну, есть такая в народе говорят, что первый ребенок это последняя игрушка, а первый внук это первый ребенок. То есть, Да. когда уже так со сознанием к этому относится. Потому что я Ромку вспоминаю там, ну, какой отец нахрен? Я игрушки
игрушки. Да дают то вместо работа, того. то командировки, Да то нет, не туда, в этом, то сюда. не в этом, ну это само собой, но просто имеется в виду, что сам не наигрался, я там покупаю, ну, знаешь, ну, из Союза, блядь, ну, что там мне за игрушки-то, блин. А тут, ебать, у меня там радиоуправляемые машинки, катера, наш озеро тут прямо, блядь. Лет 13 назад мне кум набирает. Кум дальнобойщик, все, знаете, а у него пацану было лет, наверное, 6, и Егору было. Ну, где-то так, да, примерно. Набирает, говорит, Андрюха, говорит, это... А мы жили на одном районе. Приходи, я говорю, что случилось? Я, говорит, Егору вертолет купил радиоуправляемый. Я говорю, что? Пойдем позапускаем. Да. И Егор в руки вертолет не получил. Мы пока 3 аккумулятора не высадили. Не-не-не. Я так сыну дрон эти покупал, блядь, там, у меня вот до сих пор тут их главное берешь, и знаешь, во, она говорит, у тебя уже было. Я говорю, нет, ну это вот Ромки, блядь. Да Ромка, блядь, ему вообще-то неинтересно, ему реально будет дрон не сильно. Я говорю, да просто все одни дроны плохие, вот этот мы возьмем, этот-то он точно будет играться. Ну, похрен был. Поиграешься, раз в коробочку, ну, там, чемодан положил, потом, где у кого-то день рождения, тоже в маленьких, там, ну, сравнительно маленьких детей, раз подаришь. Проходит там год, думаешь, блядь, как мне дрона-то не хватает. Он лежал до этого года, вообще руками не трогал, аккумуляторы вновь сели. Это известная песня, да, что там, я Михаил, а может такой, может быть, нескромный вопрос? Откуда хорошо русский язык-то знаете? Слушай, ну я родился в Питере, алло. А, все, вопрос не Ну, в Ленинграде, правильно сказать. Родился в Ну, Ленинграде, тогда был жил, в я Ленинграде. тут в Питере закончил. Я сюда уехал, мне 20 Ну, а после всего в Питере были? Вот, лет. Постоянно, слушай. У меня гражданство российское. А, Я себе в 2000, ну что не знаю, то ли втором, то ли в 2003, по-моему, если сделал гражданство. Я же уезжал в Союз, у меня не было гражданства. я То есть, понял. ну, российского. Я в России по факту-то и не жил. В РСФСР жил, это да, а в Мгм. России-то нет. Ну, Питер это РСФСР. Я тут одному сказал, такой мне там, дурачок, блядь, да ты там Союз. Короче, люди, образование реально убивает. То есть такое Ну, бывает залепляет, такое, я бывает. думаю, прямо, ну, вообще очень удивительная вещь. Ну, школу, ты хоть школу-то закончил, ну, хотя бы среднюю, блядь. Ты понимаешь, как это было? РСФСР это была Да. республика. Да. Да. Да, и вот центрально, Москва это что Да. было? Я говорю, окей, там была УССР, допустим, там, не знаю, ну, Да. казахи, там, Ну, армяне. А Москва это что? Это столица. Союз. Союз, это Союз. Да, ну а республика, в которой она хоть как называл? Какая РСФСР. республика? Ты что, дур? Да Это, есть ну, такое. ну ты понял, да? Я просто родился в Саха-Якутии. И до 17 лет прожил. И как бы до образования было, ну, как бы нормально. Слушай, я к этому так отношусь. Я понимаю, откуда вот эта история, почему все в центр рвались. Смотри, вот вспомни советскую историю, да, распределение. Было же после института, всех разгоняли. Все пытались, естественно, зацепиться, то есть все, кто более-менее адекватно и реально хорошо учился, да, оставались в центре, а остальные разъезжались по окраинам. И, соответственно, кто уезжал в окраины? Ну, кроме альтуристов, да, то есть люди, которые, ну, так себе учились. Вот. И Альтруисты. поэтому, ну, У меня альтруисты, когда ну, мама... Ну, Аня, ну, природа. у меня когда мама закончила наше Белгородское медучилище, ей было распределение либо в Сочи, либо на крайний север. И она выбрала крайний север. Я говорю, мама, лучше бы у меня фамилия заканчивалась на Ян, там, Оганесян, я не знаю. Тогда вот, да, Сочи. Но я родился в Заполярье, полярная ночь, морозы ну, минус Россия это 70. одна история. Слушай, у меня мама вообще, ну все питерцы, да, то есть и со стороны отца, это у бабушки блокаду пережили, дед под Питером, Вторую всю войну прошел. Мама родилась в Узбекистане вообще. У него в паспорте Узбекская ССР. Ну, потому что деда после войны, его воинскую часть в Узбекистан перекинули. Но к нему приехала бабушка и появилась моя мама. Потом дед демобилизовался, вернулись в Питер, но в паспорте узбек. В СССР. Я так постоянно на эту тему прикалываю. Ну что тут, понаехали мне тоже. Нет, ну это так себе история. Слышишь, это все как-то такое было одинаковое, ну, мне кажется, более-менее. Ну да, только прибалты еще там выделялись как-то своими. Из них делали эту витрину для Европы. Вот они теперь выяснилось, что, блядь, витрина-то в раме должна быть, а рамы нет, ну больше. Все, до свидания, блядь. Вот, Ну, Рама ушла. Все, да, ну ушла, блядь, выгнали, блядь, ушла, блядь. Думали, что самые хитрожопые. Но оказалось, что не совсем самые, не совсем.
Михаил, Да, такой вопрос. за политику можно быть. Давай говори. Да не будем за политику. У меня небольшой канал на ютубе. Могу выставить ролик или забрюлить, или как это? Ну, Да что, как не знаю. хочешь, слышишь, я не говорил ничего такого, чтобы я не могу сказать еще раз. Просто давно не было таких позитивных бесед, надо как-то разбавить. Ну, вообще не вопрос. Если будет интересно, канал на ютубе, там, на рутубе, таежник я. Да я видел тебя, я же знаю. Ну, ну. Я ж в чат рулетку из-за этого и зашел, понимаешь? Что, из-за меня, что ли? Да, ну не обращайся. Нет, из-за блогера. А я хотел уже это. Ну, давай еще раз, отматываем. Да. Я, короче, в чат рулетку из-за этого и зашел. Ну, спрашивай. Ну, чтобы найти нормальных, адекватных собеседников или... Да не, наоборот, как раз найти блогеров и попинать им, потому что, ну, я так, знаешь, это вот они ролики выставляют на ютубе, ну, а я езжу на машине, ну, куда там, по тике, там что-нибудь, да, ну, что в машине можно, книги слушал, надоело, там, музыку, ну, так себе история. А тут как раз, кстати, появились ролики еще с той чат-рулетки, то есть там смотреть не надо, а можно слушать. Ну, есть Да, такое, то есть, да. как бы, ну и, естественно, знаешь, как с телевизором разговариваешь, ты уже разговариваешь с радио. Там вроде бы, знаешь, парень-то на правильной стороне, но аргументация, ну, сука, ну реально, блин, ну вообще ни о чем. Ну, бывает, да. И он, он показывает, типа, что какой он красавчик. Я бы хотел, ты мне вот такое расскажи, я тут сейчас тебе и украинцам. А кого он хотел бы говорю. сильно попинать вот так вот? Кого бы из блогеров? Есть какие-то прямо там? Слушай, а ты знаешь, что Чайные. я уже всех попинал. Ну, кого, Без допустим? шуток. Живелину вот мы столкнулись, она там... Она пыталась, блядь, что-то прыгать на меня. Ну, я просто вижу человека, понимаю его психотип, и я ее там загоняю, она там уже, ну, морж, блядь, меня вообще сразу теперь переключает. О, есть. Они там сидели. Потом кто? Попик этот был. Угу. Ну, из него, я не знаю, какой из него юрист, но логика у него просто там, он уже под конец матом орал. Ну, вот. Ну, кого еще? Не, видел-то я многих. Царевича. Ну, мне с Царевичем, мне за него до сих пор все друзья пинают вообще просто. Мы с ним почти там час пиздели. Он выставил, кстати, ролик, и надо, к его чести скажу, не резал. Ну вот, и мне все говорят, ты что, что такое, ты что, этих историй не... Ну, мне было интересно, как он манипулирует, потому что он когда вот рассказывает, он вроде бы такой, он харизматичный, но он такой манипулятор, причем, ну, так себе, на среднее образование, на самом деле. И я ему подыгрывал, мы поэтому, мне говорит, ты что, ты дурак? С американскими блогерами кем-нибудь общался? Ну, с Бабичем, ну, у меня к нему вопросов нет. Бабичев такой сам на себе, то есть, грубо говоря, он просто, ну, как, знаешь, как работал для него, мне кажется, это он так, не безэмоционально. То есть он все правильно, ну, вещи от Бога. Четвертое измерение, ну, он такой, он техник. Он там чистая логика, но это тоже неправильно. Это интересно смотреть, как он в угол загоняет людей, которые не имеют понятия об этом. Ну, это странно. Ну, есть такое, Загони того, кто, блин, как бы в теме. Там у него не так хорошо это получается. А так, то земляк с моим встречался, да, в чем сила. Значит, ну, да я многих тут сталкивался. Мурат, привет. Лап добрый вот этот, ну, нормальный дядька, мы с ним там вообще про собак говорили. Ну, что я ему скажу? Добрый лабор. Ну да, ну он реально хороший дядька, спокойный, то есть он все как бы, ну такой. Я хотел этого Мышика встретить. Я его не очень понял. Встретишь. Ну, может быть. Ну, мне с ним тоже так вопросов мало, но мне надо просто телефон в руку, потому что мне так кажется, он там подпёздывает про военную технику. Ну, что-то я так и не понял, то ли он реально бывший военный, потому что, ну, для бывшего военного он себя ведет странно, скажем так, то есть для профессионального военного. Согласен, У меня масса друзей в погонах уже и в серьезных, и со школы, которые сейчас воюют, и они вообще не так про это все рассказывают. Ну, то есть имеется в виду, у них логика, у них вот, ну, они иначе, они просто это видят иначе. А он ведет себя так, как будто, ну, вот очень много кино посмотрел на эту тему. Он без обид, я не хочу его задеть, такой прикольный. Ну, мне кажется, у него больший контент такой, у него это шоу. Да, это шоу, но смотри, так я же про это, а у всех шоу, по большому счету, я вот... Не у всех. Не у всех, знаешь, кого? мало кто говорит, ребята, если желаете, что я провел стрим на час, 5000 рублей мне донатьте, я буду дальше. Это уже, знаешь, как-то вот, ну так вот как-то вот. Это странная история. Да, знаешь, у него это постоянно. Это Макарова, знаешь, есть такая, с этого, как его,
с комедией, не с комедией, а как же это называется, которые болтают, там, господи, слово вылетело. Стендаперы. Ну. Ну, она говорит, а почему, говорит, уроды платные? Говорит, ты же, говорит, смотришь, как я рожаю, ты и плати. Почему я должна платить? Вот так и здесь. Понимаешь, почему я это, да? То есть, Ну, я понял. ты Да. вот такой прямо, блядь. Ну, с украинским у меня вот с парочкой было. Ну, там, видишь, смотри, ну, если человек адекватный, ты же понимаешь, что дело, пока политику не трогаешь, оно так нормально. Я пацана встретил, у него тоже 3D принтер, он прямо конкретно сейчас модели, ну, не модели печатает, а прямо вот дроны лепит для армии, да, понятно, что как бы так для меня себе история. Но мы с ним как бы... Ну, тебе интересна техническая сторона. Не, мы с ним, я даже не Кажется. задумывался об этом. Я просто даже не знал, что он этим занимается. Просто мы когда говорили, я просто смотрю, у него стоит филамент за спиной. Ну, потому что я говорю, опять что-то самое. Я на другой настраивался, думал, тоже с ним так, знаешь, пободаться на эту тему. Потому что, ты понимаешь, ну, как-то все это странно. Ну, то есть, вот, ну, я не люблю ура-патриотов, вот без всякого такого, потому что это люди, мне кажется, они больше вреда приносят, чем пользы. Потому что вот все вот эти, мы можем, мы повторим, мы правы, с нами Бог. Я говорю, ты хоть понимаешь, откуда с нами Бог вообще появился? Никто точно не ответит. То есть это был ура, вот этот прямо слепой ура. Ну, я понял о чем, ты. Меня раздражает. Я говорю, ты вот вроде пацан на правильной стороне, но, сука, ты только позоришь, блядь. Ты наоборот делаешь хуже, потому что потом такого, как тебя покатка, вот упертый. А ты реально упертый. Ну, И есть таких такое. легко и в угол загонять, потому что там, кроме, ну, ура, блядь, ну, ничего. Мне Ну, понравилось это высказывание Дмитрия Нагиева, говорит, когда, говорит, вешают, вот надо повторим. Говорит, чего вы повторите такие Да, потери? я тоже хотел сказать, то же самое. Лучше нет, Я вот, надо ты вот учиться на ошибках. у деда спроси, блядь, что такое надо. У меня дед после войны вообще, ну, про войну, он кадровый военный. Он как раз перед войной заканчивал артиллерийское училище. Он побывал, ну, прошел всю войну, сказал, все, ушел, ушел, но отвоевал по-честному до конца, до победы. В Берлине не был, ну, он воевал, считай, до 46-го года он был в армии, то есть до конца. И демобилизовался и пошел, он был ректором в пединституте. То есть про войну вообще никак, потому что это Согласен. не фильм «Офицеры», все. У меня дед тоже. У меня-то был мелкий, у меня дед уже артиллерист, там 3 попадания в орудие, там осколки, все это двигалось у него потом там. Ну, вот у И меня вот это же пацан там 6-7 лет там. И приезжаешь в деревню. С кем будешь спать? Ну, естественно, с дедом. Раз к деду на перину, там пододел одет. А еще Шрадьковка, Белгородская область, еще служит. Дед, расскажи про войну. Ну, легай, ну, сейчас слушай. Вот, Саша, поймали мы фрица, патки ему спустили, крапивы напихали, ремень затянули, посрать и дали, он бежит, ой-ой-ой, и мы ржем полночи с дедом. Бабка, да вы малохольный, когда вы спать будете. Но у меня дед анекдот. Никогда про войну ничего не рассказал. Никогда. Ну, серьезно, вот как вот иногда бывает, что там что-то разговор более-менее такой, ну, серьезно, как на он либо уходил вообще, от разговора точно уходил, либо вообще прямо вставал и уходил. Он говорит, я не хочу даже. Ну, иногда у него вот, он не пил, но выпьет, потом чему-то такое, как ляпнет, говорит, да. А мы, говорит, в блиндаж заходим, а он, сука, цепями прикован. То есть, ну, вот таким образом. То есть у него как иногда прорвалось такое, что прямо, ну, это вообще некрасивая картинка. Это не кино Сталинград, блядь, не то, что там ни о чем. Ну, поэтому, да и по массе своей слышишь, вот мы можем повторить, если хочешь, вот смотри, видишь фотографию, вот это я в военной форме. Покажи себя в военной форме. Что ты там? Не, ну знаешь, Миш, знаешь, вот кто бывал даже в любое время, там и первая чеченская, вторая чеченская, никто себя это копытом не стучал, да, в грудь. Вот. Да я, ты помнишь, как был этот фильм «Вор»? Да я за вас, там под Сталинградом в танке горел. Да. Не знаешь, мне другой фильм понравился. Там, я не помню, тоже там тоже известно играли. Они там что-то там, один спецназовец, достаточно молодой, а второй как бы со стороны бандитов, но бывший военный. И они там что-то так, ему тоже, знаешь, как всегда, типа, а ты портупею сними. У меня в армии был такой случай, слышишь, портупею сними. Короче, у нас зампотек был такой говно, блин, береговой, никогда не забуду. И он что-то меня вообще вечером доебался, я говорю, да пошел ты. Ну, не так, не пошел ты, я говорю, ну, приказ комбрига, блядь, никаких вечерних слонений, я в казарме. Он рядовой, блядь, приказываю вам остановиться, блядь. И этот дебил достал пистолет и в воздух пальнул.
приколись, блядь. Типа я типа не слышу и ухожу, блядь. Я говорю, «Ёб ты, блядь, это был, знаешь, как у Высоцкого. И тот докажет, кто кого переживет, да. И тут из штаба выходит, не помню, по-моему, майор. Он был. Дядька такой, бывший десантник. Ну, у нас такая солянка была сборная. Такая спецчасть. Он такой, типа, что там случилось? Что за стрельба? Я говорит, вот, говорит, солдат типа офицеров хуй не ставит. Ну, а я ему такой, а я вообще, ну, на своей волне, он говорит, да какой офицер? Я говорю, погоны сними, блядь, нет офицера. И этот, блядь, а этот совсем, это другая, блядь, история. Этот дядька вообще другой. Такой, так слышь, говорит, рядовой, говорит, а в чем, говорит, проблема? И начинает портупею снимать. А там такой, я там метр, ну, метр 87, блядь, а там шкаф на полголовы меня выше, и в плечах меня за него не. У нас и комбат такой. Он говорит, ну, давай, говорит, никого нет, давай, по-мужски разберемся. Я думаю, ебать, я отсюда живым вообще ни хрена не уйду, блядь. А этот капитан ему такой, да нет, я не помню, вы именно. Да не связывайся с ним, а я про себя думаю, не связывайся, не связывайся, ну меня нахрен, не связывайся с ним, лучше вот, хоть здоровым останусь. А потом мы с ним говорили, как-то в курилке столкнулись, он такой, ну, типа, ты же вроде адекватный, я вот ну, пару раз видел, я вообще адекватный, ну, блядь, пойми меня, ну, на него на вы, поймите меня, блядь, ну как это, вот, ну, нормально, я там за него его работу делаю, а он, блядь, с утра снялся с дежурства, а я как идиот, блядь, весь день, блядь, на соплях. Так же не делается. Он говорит, ну, я, говорит, не знал. Я говорю, да я же просто рассказываю. Не, ну есть вот именно мужики с большой буквы М. Да, у нас комбат, я говорю, вот я, блядь, здоровый, у меня пара фотографий, там меня за ним почти не видно. Но он такой, он вообще нормальный дядька был, с нами с котелка, блядь, реально, вот, ну, с котла, вот, ну, с котелка, Да. были там на выезде. Без вопросов, но его не боялись. То есть он как-то, ну, естественно, там, полковник, а майор на штаба Хорин был, блядь, там прям, знаешь, вот военная кость. Вот он никогда никому ничего не сделал. То есть никого не посадил, блядь, никого там вообще не наказал, ничего. Хорин идет, там такой паника, блядь, там ему только глазом ведет уже все, блядь. Это как в этом, в ДМБ, да, как этот, замроты приехал, да? Как там его фамилия была? Птицы не поют, говорит, слышишь, птицы не поют. Он вообще, вот мне, знаешь, вот это, он был офицером, вот реально вот от слова офицер, прямо чувствовалась офицерская кость. Прямо вот, ну я не знаю, как это объяснить, вот прямо, ну, прям вызывает уважение. Вот по таким, знаешь, вот как, не как из фильма «Офицеры», там, безбашенный этот, а вот он реально офицер, то есть вот прямо вот без сомнений. Такой. Ну, понятно. Ну и с юмором у него был пиздец. Приколись, к нам прилетает, короче, этот генералитет на вертолетах, там сидел. А у нас рядом, к счастью, блядь, я тебе отвечаю, стоял сумасшедший дом. Да. Вот без шуток. Ну, классно, прямо за забором. классно. По КТП, ну, у парка. И лето. Летеху разморило, дежурного по парку, блядь. Ну, он там еще и принял что-то себе, блядь. Ну, мы редко бывали в части, у нас как бы, ну, такая, не важно, короче. Но по людям я тоже стрелял. Поэтому, ну, когда вот так вот на базу приходим, там, ну, оттягивали все потихоньку, офицеры особенно. И он, короче, принял, его разморило на солнце. Ну, дядька неплохой был, солдатики его раздели, значит, положили на лавку, блядь, в дежурке, ну, и спи себе. А тут эти генералов какая-то не запомнила, они идут толпой, ну, впереди волна идет, естественно, все там шуршать. Он тоже что-то, что происходит, себя пришел, блядь, нацепил на себя портупею и выходит встречать, блядь. И представь себе, идут это полосатые, блядь, ну, с этим. А навстречу выходит какой-то, ну, так еще, знаешь, на автомате, ну, тоже военная тема. Сапоги, трусы, майка, портупея и повязка дежурного, блядь, с пистолета. Красава. Полная тишина. Значит, вот там, блядь, вот на моих глазах синел просто вот так, блядь. Я представляю. Да, и тут, короче, блядь, вот этот ну, над штабом был, он такой поворачивается. Семен Алексеевич, комбригу. Ну просил же вас, сука, ну заделайте эту дыру в заборе. Лезут эти психи к нам и лезут, блядь. Пришлите солдат с РМО, блядь. Плюс дырку задели. Все понимают, хрень полная. Если это, блядь, псих, сука, откуда у него, блядь, боевое оружие, блядь, для начала. Ну, про канала, да? Ну надо же что-то сказать. Понимаешь, все стоят, ну, и вот такая. Как потом это ржали про психа. Это все, вот меня послал, я там где-то еще месяца 8 оставался до дембеля.
Это вот на любую тему. Вот что-то где-то что-то не так. Опять психика. Ну, у нас уже все и ротные, и взводные. Ну, а взводных офицеров у нас что-нибудь не так. Говорит. Опять психи все залезли, сделали. Там. Это просто уже мем. Вот, Уже отмазка, ну, это понятно. постоянно. Что, говорит, Отмазка. психи сломали, блин, там раз, ну, встала пчелка, ну, эти танки разведчиков, она что-то, там, наверное, действительно такая техника была очень сомнительная. И танк не танк, ну, для городских таких историй, чтобы там вот тогда эти появились Понятно. 80-е, чтобы там города, где он там развернется, блин. А были пчелки такие для разведчиков. И они там, ну, их сделали действительно через жопу на 2 человека, ни о чем, блин. И они постоянно ломались. Что, психи вам танк сломали? Что ходили, говорит, кто, сука, блядь, пулемет загнул, блядь? Где цевьё, блядь? Кто откусил, говорит? Психи откусили, это все, это потом. Я говорю, вот все время было, только психи. Вечная отмазка. Ладно, Нет, Михаил. ну реально ситуация была прикольная. Побегу я дальше. Спасибо за беседу. хоть Спасибо отдохнули, за да, беседу. Да, Тебе спасибо огромное. Удачи твоему каналу. Таежный Мира я, да, добра. по-моему? Я просто Таежник смотрю канал. я. Таежник. Я посмотрю. Давай. Мира удачи. добра, все благ. Все благ. Взаимность. Thank you.